Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В Якутск вернулись с гастролей артисты Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Суаруна Амалона. Гастроли состоялись в ряде городов Поволжья. Начались они с Казани, столицы Татарстана, и завершились в Ульяновске. Что показали и какова была реакция зрителей, расскажет наш сегодняшний гость Сергей Юнганс. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, пока мы не перешли к разговору о гастролях, давайте упомянем такое культурное явление, как Пушкинская карта, которая появилась 1 сентября этого года. Пушкинская карта – это проект, который был предложен Министерству культуры Российской Федерации, правительству нашей страны, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И мне кажется, что это уникальное событие, уникальное явление в культурной жизни нашей страны. Собственно, Пушкинская карта – это проект, который позволяет всем гражданам нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет через госуслуги оформить Пушкинскую карту. Она может быть виртуальная, либо она может быть реальная, может быть получена в отделении Пушкинского банка. И по этой Пушкинской карте гражданин в возрасте от 14 до 22 лет может купить билет на любое мероприятие в рамках тех мероприятий, которые подтверждены для участия в Пушкинской карте. Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия является как раз таким учреждением, мероприятием, которое участвует в этом проекте. И зайдя на наш сайт, оформив эту карту на госуслугах, вы можете прийти на наши спектакли, купив билет на сайте нашего театра. Теперь, после того, как наши зрители знают о таком прекрасном явлении, поговорим и о гастролях. С каким репертуаром выступал наш театр? В первую очередь хотелось бы отметить то, что эти гастроли состоялись при поддержке главы Республики Арсения Сергеевича Николаева, председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко и, конечно же, министра культуры Республики Юрия Степановича Куприянова. Их поддержал Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт. Эти гастроли прошли в 4 городах, в 4 субъектах Российской Федерации. Это было Поволжье, начали мы в Казани, после этого была Уфа, Башкортостан, Йошкар-Ола, Республика Марий-Эл. Закончились эти гастроли в Ульяновске. Мы повезли на эти гастроли 4 наших спектакля. Это эксцентрический балет «12 стульев», балет Григоровича «Лебединое озеро», детский балет «Чиполлино» и премьера, которая состоялась на закрытии нашего юбилейного театрального сезона в мае этого года, мюзикл «Калейдоскоп иллюзий», мюзикл о жизни в Инстаграм. Какие силы театра были задействованы в этих гастролях? Вы вывозили все декорации и ездила вся труппа или только некоторая часть? На эти гастроли отправились 2 огромных фуры с декорациями. Мы на эти гастроли вывезли свой свет, весь реквизит, все костюмы. Спектакли, которые игрались на гастролях, они были показаны зрителю ровно такими, какие они есть на сцене нашего театра, потому что мы хотели показать искусство нашей республики в том виде, в котором оно представлено на нашей якутской сцене. В этих гастролях принимал участие достаточно большой коллектив нашего театра. На гастроли выезжало 100 человек. Еще раз повторюсь, что частично эти гастроли были финансированы Министерством культуры Российской Федерации, потому что они осуществлялись в рамках проекта «Большие гастроли». Сергей Сергеевич, слушая вас, действительно убеждаешься в том, что гастроли были организованы очень масштабно. Кто вам помогал с проездом и размещением артистов? Проезд в рамках программы «Больших гастролей» и провоз декораций оплачивает Росконцерт. Мы выиграли этот грант на поездку нашего коллектива. И, собственно, размещение в городах, аренда площадок и, собственно, расходы на рекламу – это уже были средства театра, заработанные средства театра. Но я могу вам сказать, что эти гастроли оправдали себя. Мы даже заработали на этих гастролях какую-то некую сумму. Но хотелось бы, конечно, отметить, что эти гастроли были в первую очередь организованы для того, чтобы вывести наш коллектив в другие регионы, чтобы и наши артисты посмотрели страну, и чтобы страна увидела искусство нашей республики. Потому что театр начинает жить тогда,
когда мы знакомимся и с нами знакомятся жители других городов, других регионов. Те овации, те аплодисменты, те впечатления зрителей, которые мы увидели на наших спектаклях, конечно, они дают нашему коллективу особую эмоцию. И вот то особое чувство после спектаклей, когда зрители не отпускали нас с поклонов по 9, по 11, по 14 раз, и то, какое ощущение было в зрительном зале, в фойе театра после спектакля, конечно, это уже говорит само о себе, то, что наш коллектив был принят во всех 4 регионах, во всех 4 театрах на ура, и зрители были воодушевлены, впечатлены тем уровнем культуры, которая есть сегодня в Республике Саха-Якутия. Можно ли сказать, что казанскому зрителю больше понравился балет «12 стульев», а, скажем, посетители театра в Ульяновске рукоплескали после «Лебединого озера»? В каждом субъекте Российской Федерации есть особая ментальность. И в каждом регионе прием одного и того же спектакля был абсолютно разным. Это зависит в том числе и от национального состава республики, и от пристрастий той публики, которая живет и ходит в театр в том или ином регионе. Я думаю, что все спектакли, которые были показаны в театрах разных городов, они все были встречены очень тепло и доброжелательно. Но просто сама публика в разных городах, она несколько отличается. И реакции, и аплодисменты внутри спектакля в разных городах были абсолютно в разных местах. Связано ли это с национальными традициями региона, связано ли это с какими-то определенными устоями и общепринятыми нормами в тех или иных городах, это уже вопрос другой. Но я хотел бы отметить то, что во всех городах прием был достаточно теплым. Сколько дней пробыли труппы нашего театра в каждом городе? В Казани это были 2 дня, в Уфе 5 дней, но мы показали 6 спектаклей, в Ишкарале это было 2 спектакля, и в Ульяновске это было 5 дней и 5 спектаклей. В общей сложности наш театр гастролировал 3 недели. И вот только вчера мы прилетели из Ульяновска прямым рейсом, и сейчас, соблюдая все предписания Роспотребнадзора, сдали ПЦР-тесты, я уже получил свои результаты, и, собственно, у меня результат отрицательный, поэтому я уже приступил к работе. Гастроли завершились в Ульяновске. Логично будет предположить, что и артисты Ульяновского театра будут выступать на нашей сцене. С Ульяновским театром, это единственный театр, с кем у нас получилось организовать обменные гастроли, Ульяновский драматический театр имени Гончарова приезжает к нам на нашу сцену. Они уже прилетели, разместились в гостинице, потому что им необходимо время, чтобы немного акклиматизироваться. И с 23 по 26 сентября на сцене Государственного театра оперы и балета пройдут большие гастроли Ульяновского драматического театра в рамках программы «Большие гастроли». А мы можем открыть секрет для наших зрителей, с какими постановками приехал к нам Ульяновский театр? Ульяновский театр покажет одни из самых лучших своих спектаклей. Они открывают гастроли спектаклем «Кадриль». После этого будет показан спектакль «Бедная Лиза». Кроме того, они привезли спектакль «Любовный квадрат» и «Завещание». И закроются гастроли 26-го как раз-таки спектаклем «Завещание». Сергей Сергеевич, тогда вернемся к нашему театру. Какие планы ждут якутского зрителя? Может быть, появятся новые постановки или вы снова отправитесь на гастроли? Конечно же, мы прорабатываем после завершения вот этих больших гастролей, мы сейчас прорабатываем планы на следующий год, и в наших планах есть, ну, по крайней мере, у нас есть желание поехать на большие гастроли снова, но мы, конечно, будем делать все для того, чтобы это желание реализовалось, и для того, чтобы эти гастроли в будущем состоялись. Но здесь это зависит не только от нас, это зависит, конечно же, в первую очередь от Министерства культуры Российской Федерации и от Росконцерта. По поводу предстоящих постановок,
Могу сказать однозначно, что 51-й театральный сезон будет насыщен театральными премьерами. И самая первая премьера 51-го театрального сезона состоится в самом начале января. Мы готовим уже сейчас крупномасштабный детский музыкальный спектакль. Это музыкальная сказка «Бременские музыканты», премьера которой состоится в январе. И все январские праздники, родители с детьми, взрослые, пользуясь пушкинской картой, хотелось бы также сказать о том, что у вас есть уникальная возможность оформить пушкинскую карту в 2021 году, потому что если вы не сделаете это в 2021, в 2022 году у вас просто не будет этой возможности. Поэтому, если вы хотите ее оформить, обязательно оформите ее в этом году, потому что в следующем году туда будут начислены еще дополнительные средства, и вы можете использовать эти средства для похода в театр. И я надеюсь, что спектакль «Бременские музыканты», премьера которого будет в январе, также будет участником этого замечательного проекта «Пушкинская карта». И снова поговорим о пушкинской карте. Скажите, эта акция распространяется только на мероприятия местного театра или, скажем, якутский зритель, посещая Ульяновск или Казань, может по ней приобрести билет на спектакль или культурное мероприятие? Пушкинская карта – это проект общероссийский. В этом проекте принимают участие огромное количество учреждений культуры, музеи, театры по всей стране. И оформив Пушкинскую карту в Якутии, вы можете посетить спектакль в любом регионе нашей страны. Но самое главное, чтобы это учреждение и этот спектакль участвовал в проекте «Пушкинская карта». И то же самое, что любой гражданин Российской Федерации, приехав в Якутию, может посетить наши культурные учреждения, участвующие в этом проекте. Благодарю вас, Сергей Сергеевич, за актуальную беседу. Надеюсь, что после просмотра этого интервью многие зрители вдохновятся и захотят посетить некоторые спектакли театра, оперы и балета. Спасибо, а мы с нетерпением ждем зрителей в нашем театре. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Посещайте культурные мероприятия как можно чаще. До встречи!